Юра, вот эта книга «Спас на Печоре» и другие ваши произведения, труды, чему посвящены? Ну, они посвящены жизни вот, России и каким-то крупным событиям, иногда таким драматическим, противоречивым. Но у меня есть еще одна книга, называется, э, значит, сейчас называется э, я ее переименовал просто. Она посвящена, потому что там два тома. Один называется, значит, Иван Сусанин. И причем там так, э, внутри старобрядцы, она посвящена старобрядцам. И внутри, значит, старобрядцы как бы приходят в конце концов к выводу, Сейчас что сделаем паузу, сейчас, обождите. сейчас Так, сейчас. 600, 600 где-то с лишним лет в России была та православная религия, которую князь Владимир на берегу Днепра к ней как бы приобщал людей, и они, так сказать, крестились прямо в реке Днепр. Но вот в середине 17 века в России к руководству церкви пришел патриарх Никон, который вообразил себя слишком умным человеком, и он где-то из других религий, которые были намного меньше и менее известны, чем наша, малочисленней, он решил сделать там несколько каких-то, ну, в общем, изменений в... Деформировал. Да, деформировал. Они были мелкие, формальные, в общем, там, скажем, вместо такого там креста вот такого, вот такой крест, там, значит, какие-то, был еще обряд, там надо было кружиться, там 5 раз сделать круг в одну сторону, он начал делать эти круги в другую сторону, ну и затем еще там где-то 2-3 таких вот новинки. Ну, это, Но скажем, они изменилась геометрия. Я так думаю. принципиального там ничего не было. Но я-то старобрядцы, я внук старобрядца, который до 92 лет ходил ежедневно в храм, и там упал даже в, значит, уже с инсультом, его привезли на телеге, и он вскоре умер. Так вот, такие упорные и умные старобрядцы, они пришли к выводу, что этот патриарх Никон, он пропустил настоящее как бы событие, ради которого надо было сделать реформу. Потому что в начале этого века Россию, вернее, первого царя из династии Романовых, спас Иван Сусанин, который завел поляков куда-то в лес, в болото, и погиб сам там. Они пришли к выводу, вот эти умные, наиболее анализирующие вещи, старобрядцы, что если взять первую букву имени и 3 буквы фамилии Ивана Сусанина, то получается Иисус. И выходит, что это был в человеческом лице пришедший вторично на землю Иисус Христос.
Иисус Христос, и они, многие старобрядцы его и считали вот этим вторичным Иисусом Христовым. Вот. Но их за это, за все преследовали, причем независимо от их ранга. Дворян, бояр, вот есть картина Боярная Морозова, ее возят на телеге для того, чтобы в земляную тюрьму посадить. И основателя или главного теоретика старобрядчества тоже 15 лет, вот у нас еще севернее нас, где-то в Ненецком округе, держали вместе с еще двумя, кажется, единоверцами в земляной тюрьме, а потом сожгли заживо. Тем не менее, вот несмотря на все эти преследования, несмотря на то, что старобрядцам пришлось бежать на окраины Руси или мало, как бы, ну, малонаселенные районы, в том числе вот мой Пугачевский район Саратовской области, он тоже, в общем, уже на границе с Казахстаном, в степях, но там леса вдоль рек. Там тоже было 5 монастырей старобрядческих, а потом их, в общем, разгромили. Вот. Ну, разные цари по-разному относились, некоторые нейтральнее, а некоторые... И так вот уже прошло 300 лет, и только в 1900, кажется, 75 или 79 году православная церковь, вот эта новая православная церковь, она как бы издала такой указ о том, что она уравнивает права старобрядцев, и что они могут ходить молиться, ну, только уже по-своему в обычной церкви. Но они не могут простить это 300-летние вот такие преследования, наказания, и поэтому до сих пор и у нас в Сыктывкаре тоже есть Происходит трение. Группа старобрядческая. Я даже когда-то знакомился с ее как бы руководителем, довольно молодой парень, и он говорил, что где-то вот недалеко от бывшего механического завода у них там дом есть, в котором они собираются и молятся. Вот, и у меня вот книга в 2 томах о них, но я ее еще, у нее плохая обложка, и я обложку у нее доделываю. И потом сейчас мне из-за того, что 9 лет уже как разгромлено наше коми-книжное издательство, мне приходится издавать вот эти книги за свой счет, за счет пенсии. Я всю пенсию, из пенсии ничего не отдаю жене, а вот стою у дома, у детского мира, у магазина, ну, минимум раз в неделю, и продаю вот книги по себестоимости печатания. Хотя они лежат и в магазинах, но в магазины никто не ходит, в книжные. И, в общем, вот доделываю эти книги.